Здравствуйте, с вами Екатерина Кузина и в ближайшие минуты самые интересные события в мире спорта за прошедшую неделю. В норвежском Холменколлене стартовал чемпионат мира по биатлону. В первой гонке смешанной эстафете сборная России заняла 7-е место. В спринте, а затем в гонке преследования первую и вторую ступень пьедестала у мужчин заняли француз Мартен Фуркал и норвежец Ули Эйнер Бьорндален. Таким образом, Фуркал стал 9-кратным чемпионом мира. А для Бьорндалена счет медалей с чемпионатов мира перевалил за 4-й десяток. Александр Киржаков, перешедший зимой из питерского «Зенита» в швейцарский Цюрих, вывел свою новую команду в полуфинал Кубка Швейцарии, забив 2 мяча. Для Киржакова, лучшего бомбардира в истории российского футбола, это уже второй опыт выступления в европейском чемпионате. В сезоне 2006-2007 Киржаков играл за испанскую Севилью. Тогда российский нападающий забил первый гол в 3-м матче. В Цюрихе Александр стартовал успешнее. Уже во втором матче ему удалось забить первый гол в игре против Люцерна. Барселона побила невероятный рекорд Реала по продолжительности беспроигрышной серии. Одержав победу в 27-м туре чемпионата Испании, Барселона довела беспроигрышную серию до 35 матчей, 29 побед и 6 ничьих. Предыдущий рекорд принадлежал Реалу, а абсолютный рекорд Старого Света по продолжительности беспроигрышной серии принадлежит румынской команде Стеаua. 106 матчей без поражений в сезоне 86-89 годов. В испанской премьере Бетис выиграл у Гранады 2-0. Но интересная игра стала тем, что игроки Бетиса в честь 8 марта вышли на поле в розово-зеленой форме, заменив ей традиционную бело-зеленую. Возможно, именно это помогло футболистам Бетиса одержать верх. В российской премьер-лиге футболисты тоже не остались в стороне. Футбольный клуб «Анжи» в честь 8 марта сделал проход на матч с «Амкаром» бесплатным для всех женщин. А футболисты «Торпедо» поработали заправщиками на одной из автозаправочных станций «Армавира». Они заправляли машины, за рулем которых были прекрасные дамы. Подобные акции стали доброй традицией в российском футболе. Пару лет назад футболисты Кубани дарили девушкам цветы в честь 8 марта на улицах Краснодара. Еще один праздник – День матери – послужил поводом для оригинального поздравления. Игрок «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай вышел на матч с Вест Бромвичем в бутсах с цветочным оформлением. В Твиттере он написал следующее: «Мои новые бутсы, они сделаны для тебя, мама. Поздравляю с Днем матери и спасибо за все». А этап лыжного Кубка мира в Канаде принес россияну Сергею Устюгову 2 золота и 2 бронзы. У женщин на 10,5 километров весь пьедестал заняли норвежские Йохаук, Венг и Якобсен. Эта победа стала для Йохаук 41-й на этапах Кубка мира. Примечательно, что в этом сезоне такая же расстановка на пьедестале была месяц назад в Масс-старте в Фалуне. А спустя несколько дней они же только в другой расстановке взошли на пьедестал в гонке преследования. Венг, Йохаук, Якобсен. В топ-20 снайперов НХЛ 5 россиян. Артемий Панарин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и возглавляет рейтинг снайпер Александр Овечкин. На 5 россияне забросили 145 шайб. Для сравнения, 5 лучших канадских снайперов забросила 155 шайб. Завершает наш выпуск знаменательное событие из истории спорта. 8 марта 1939 года родилась Лидия Скобликова, прославленная советская спортсменка, 6-кратная чемпионка Олимпийских игр 1964 годов, победительница первенства мира 1963 и 1964 годов в скоростном беге на коньках. Установила абсолютный рекорд Олимпиад, выиграв все 4 конькобежные дистанции на одних играх и побив при этом 3 мировых рекорда. В юности увлекалась разными видами спорта, но коньками стала серьезно заниматься лишь ближе к 20 годам. Невероятно быстро за 3 года прошла путь от призера Спартакиады народов СССР до победительницы зимней Олимпиады. Это был «Мир цифр» и я, Екатерина Кузина. Увидимся через неделю на ЖФ Спорт.